Испытано на себе. Проснулись, уточнили на развилке, можно ли проехать данный участок. Вроде как люди говорят, что пробились за ночь, расчистили дорогу. И мы вот сейчас едем обратно к желтому черному прижиму. Ну, вообще посмотреть, сможем проехать, не сможем. Вообще какая там обстановка. Едем. Испытано на себе. Остановились на черном прижиме, ну то есть мы уже до сюда доехали, до спуска. И здесь большегрузная техника идет на подъем, поэтому легковые автомобили пока стоят, пропускают. В этот момент мы подготавливаем свою машину, ну проверяем, то есть, да, ходовку, рулевую, ну, систему рулевого управления и так далее. Так же, как и все другие автомобилисты, находимся в ожидании. Поехали! Сейчас там зайгаком. Ну, тормознем там, посмотрим. Мост уже разрушен. Кто-то улетел. И вон внизу, что там? Или грузиком тут вставай, попробуем снять что-то. Он поедет, грузик уже ждет. Зачем он поедет? Он, по-моему, стоит. Ну давно здесь кто-то улетел, потому что... Спускаемся сейчас как раз к черному прижиму. Запустили дрон. Снимаем, да, видео? Ну, вроде дорога Сейчас мы посмотрим, где там лавина сходила, посмотрим, что там у нас. Ну, смотри, как снимают. Ты что, сниматели, да, ничего? Да. Так. Не, имеется в виду, там прямо на ней. Да. Она там То есть вода там лежит. Да. Там тоже вот было. Вода, да. Только тут желтая была, а там такая голубая какая-то. Да? Нет? Там голубая. Там голубая, тут голубая. Вот тут голубая сейчас была. Мы просто помылькаем. Которая на обочине желтую. Твою. Да, ребят, вот здесь мы ночью стояли, а вон она, прикиньте, она там сверху-то сошла, вон там уж бугор я вижу. И она, прикиньте, сюда просто не докатилась еще. Вот где мы ночью стояли, вот кусочек. Ну, то самое злосчастное место, которое всем вчера покоя не давало. Настолько прессуется снег, что он вот так вот пробивается и не обваливается дальше. Подъехали к тому месту, где вчера сходила лавина. Тут дорожники пробили дорогу. Очень узкий участок, но выглядит интересно. Вот так вот. Я так понимаю, трактор, который вчера все это делал, он вот тут под снегом находится. Его не откопали, откопали, прям просто пробили туннель. А вдруг еще сойдет? Опасно. Опасно, ребята. Тут куски деревьев. Вот так вот. То самое место, которое всегда оказывается у всех на устах. Тот, кто постоянно на этой трассе. Все-таки нам удалось проехать через один из опаснейших участков Колымской трассы, черный прижим. Ребята, ну как ребята, дорожники, ночью расчистили дорогу. Там такие интересные проезды, проходы в виде туннелей. Ну, едем дальше. У нас следующая остановка – это знаменитое кафе «Куба». А их, оказывается, не одна. Вот еще одна. Не одна сходит. Красивый голубой лед. И камни, черные камни.
Нифига у него там, да, цепи на колесах. Вообще. Сниму его, что ли? Семен Семенович боится квадрокоптер. Первый раз запускаю, честно, с руки. Просто держишь и все. Ровно это как? Вот так. Меня инструктируют. О. А, так. Ну что, остановились на стоянке. Первый раз в своей жизни я запустил дрон. Это очень легко и просто, оказывается, делается. Ну, оператор сейчас занимается съемками горной местности, так как небо начинает открываться, солнце появилось, открываются очень интересные пейзажи. Ну, а я вышел пока на стояночке размяться. Здрасте, подсниму ваши цепи. Это даже не цепь, это как называется? Цепь? Цепью не надо, как-то на цепь, на особо не похоже. Серьезная штука. То есть, получается, она при вас еще и опять... Я говорю, она больше как будто стала. А вы как так успели, что она... Сначала пыль. Сначала пыль, и вы успели отойти, а она опять присыпала, и отъехать, да, и опять потом получилось, что вы также ее откопали, да? Ну вот, а тот самый грейдер, короче, там и похоронили. И что, он там долго теперь похороненный будет? Откопаю, и сваты подъедет. Испытано на себе. Че, как, кофеек или чаек? О, кофеек, отлично. С утра, да? Да. С утра. Хороший кофеек. Термос, кстати, еще базар везет. Да? Держит? Ну, круто. Ну, не совсем, но теплая. Ну что, блогер, Отлично. я все узнал у дорожников, как это все происходило. Грейдер остался там, в сугробе, это правда. А, так и остался. Вот эта мехлопата нас вытащила. А, Вот этот дядька приехал 70 километров с другой базы, чтобы откопать. И на него тоже сошла лавина. Он успел отъехать назад, угу. лавина прошла, уже до конца засыпала грейдер. И он опять пробился. И говорит, что у них даже нету солярки, потому что наливы там стоят. Они еще, с этой стороны они еще не доехали до них. Пришлось солярку брать у камазистов. Вот такая вот история. И еще, говорит, будут эти сходы не раз. Ну, вот такая вот, в общем говоря, история с этой лавиной, с очисткой. Ну вот, только что Петр, да, узнал, что, оказывается, камазисты дали свой бензин, ну, свою солярку. Вот на самом деле радует, то есть есть понимание взаимопомощи. Ну, мы едем дальше, сейчас заправляемся, едем дальше, остановимся на Заячьей петле, ну и дальше поедем на кафе, перекусим. Да, горы высокие. Камера, как обычно, не передает. Махталитет ребятам. Спасибо вам огромное. Вот они и вот эта мехлопата всех достает из плена. Вот так в облаках такие вот горы. Мехлопата, конечно, вещь. Я говорил, этот грейдер, он, который начал, он не для этих целей, так сказать. Ох, он нифига звенит, как классно. Махталитет! Красавчик! Красава, дядька! Испытано на себе.
смотрите, старая вывеска была. Том, что? Том Пост тире. Добро пожаловать в Тамбонский район. Там Понский потом. А, ну правильно, да, в обратку уже прочитали. А, там мы проехали, там Понский район. Да. То есть мы сейчас проехали границу Тамбонского и Альмеконского. Да. Но почему-то нет места остановки, да? Как-то странно. Да. Чтобы можно Всегда было бывает. на стеле остановиться, выпить чаю и сфотографироваться. Съесть оладушку. Оладушку, да? Не, как по-якутски оладушку правильно? Донаде. Донаде. А, А у нас ни по-якутски, ни по-русски не осталось. Не шарик, этот медалька. проехали развилку на Тамтор, заехали заправиться и немного перекусить в кафе Куба. Вообще, русскоязычное население называет эту кафешку Куба, но с якутского языка, если переводить, Куба – это лебедь. Народу много. Оп. Здравствуйте, рады вас приветствовать. Вернее, рады посетить такое знаменитое кафе. Надеюсь, хорошо знаете, в лучшем свете. О, ну да. Мы вот с Якутска ехали обязательно, чтобы посетить именно это кафе. Первое суп Мгм. и борщ. Второе тефтели, карачка. Ага. Гуляш. Что там еще есть? Макароны, рис, гречка, плов. Сделали заказ, перекусим, ну и поедем дальше. Ну что, мы, в общем говоря, сидим в кафе, в легендарном кафе. Очень приятно, что именно все-таки добрались до сюда, посетили такое историческое место, можно так сказать, Колымского тракта. Всем приятного аппетита. Спасибо. Приятного. Кушаем, и далее мы еще должны будем сделать фотографию возле вывески. Это тренд. Именно все, кто проезжает по трассе Колыма, останавливаются в этом кафе и делают фотографию, размещают в социальных сетях. Ну и мы, естественно, тоже будем делать фотографию. Давайте встанем и сфоткаемся. Да. И я. Не, ну давайте, что, встанем. Давай, это для себя-то надо. на Ну, память. Рома нас когда вот как будто бы Да. вот так, да? Давайте, Колыма или нет? Рыбалка. Ага. Да? Да, испытано на Рыбалка. себе рыбалка. Перекусили, сытые, довольные. Едем на рыбалку на озеро Улу. Первая локация там, где мы хотим попадать в счастье, на Арктического кольца. Это озеро Улу, или по-другому его называют еще озеро Харату. Сейчас доедем туда, посмотрим обстановку и начнем, надеюсь, рыбачить. Так, вот база отдыха с рыбалкой на озере. Виталя паркует автобус. Сейчас возьмем вещи. И вот у нас будет вот тут луночка, вот тут луночки. Там луночки делают. Вот такой вот вид. Там вон еще какой-то домик есть. Чей-то в лесу. Здесь ловится арктический голец. Но вид просто шикарный. Немножко пробивает солнышко. Мы находимся в 120 километрах примерно от Тамтора. Трасса на Альмекон. Так, ну что, у нас вот генератор четырехтактный, совсем новый, киловаттный, да? Киловаттный. Так, что мы делаем для его, чтобы запустить? Так, вот подсос. Вот это Кнопочка on, подсос. подсос. Старт. Так, а вот тут сейчас Вот отодвигаем. Он. включено, а так включено. Вот, включили. Ага. Воздух. Что-то открыто. Ага.
легким движением руки, раз и работает. Мы не заводили его и не проверяли, Семен. Работает просто изумительно. Подсос убрать или оставим? Во! Все, работает еще лучше даже, чем... Отлично. Все. Кому что зарядить, подзарядить. Все, быт у нас налаживается. Вещи мы забрали. Так, Романочка с барахло свое поставил на зарядку. Мы готовимся. Потихонечку надо еще подзарядить. Печка горит. Отлично. В принципе, мы сегодня рано, да? Нормально начинаем, вовремя все. Все успеваем, все по плану. Торопиться уже никуда не надо, сегодня отдохнем. А то спали в машине на непонятно, на трассе, в горах. Не выспались. Да, пришлось спать в машине всем четвером. Ну, сейчас, короче говоря, устраиваемся, потом пойдем попробуем порыбачить. Так, время не тратим зря. Так, сказали, где ветка, вот там подсыпало, я раскопаю. Начали подготовку. Лопата у нас по-деревенски сделана. Такая хиленькая. С собой мы лопату привезли короткую, если только подкапываться. Поэтому бережем эту лопату, она треснула с утра. Нет, замерзла. Но у нас единственное, сейчас нам там еще подкопаться, и там надо подкопаться. Поэтому я уже начал подготовку, обед, 2 часа дня. Так, все как-то быстро поужинали, пообедали, господи, поужинали. Быстро побежали, быстро приехали. Так, в принципе, целый день зато у нас впереди. Можно заниматься рыбалкой, отдыхом, готовить еду. Воды здесь нету, будем брать воду с озера и топить лед, снег. Снег проще, чем лед. Поэтому наслаждаемся видами и кайфуем, дышим свежим воздухом. Природа тут, конечно, просто дикая. Так, Виталька приступил. Обязательно, говорит, надо будить новую, потому что старый лед замерзает не так, как ровненький он был изначально, и бура застрянет. Или с ножами еще, не дай бог, произойдет, они такие нежные. А я приступил копать тропинку вот туда к кустам. Сейчас буду пробиваться. Попробуем еще подальше несколько мест локации сделать, чтобы можно было не в одном месте этим заниматься. Бура идет просто как по маслу. Да, Виталик? Не совсем, но хорошо. Очень хорошо идет, мне кажется. Просто залетает. Да ну, я такого не видел, что прям так красиво. Он просто уходит, провалился. Ты почти про этого. Нет. Ему осталось там, как говорится. О. Так вот. Уже ушел. Это буквально за минуту, за сколько? Ой, как классно, как быстро. Я, если честно, новичок именно в зимней рыбалке. На летнюю, ты знаешь, мы же вместе ездим, но зимнюю я не любил, потому что всегда меня зовут, когда холодно очень. Я люблю, когда мягкое место в тепле находится. О. Может, лопатой поскидывать? Или ничего такого? Ну и что, осталось чуть-чуть, наверное, да? Нет, еще удлинитель ставить. А, еще удлинитель будем ставить. Опа, хорошо. Ох ты, удлинитель нам не понадобился. Мы готовы. Вот он, момент. Хватает без удлинителя, вообще отлично. Вот отсюда мы и воду и наберем. О, и чистенько, красивенько сразу будет. Сейчас вот замерзнет. Подошва у тебя резиновая? А? Подошва у тебя резиновая? Да, сейчас он замерзнет. Да, эту штуку забрать, чтобы он не замерзла.
Отлично, что? Вперед, как говорится, и за рыбой. Ну вот мы находимся на озере Уву, идем уже вниз рыбачить. Ребята вот первее чуть-чуть пошли нас, уже там, видимо, лунки заготовили. Ну сейчас пойдем посмотрим. Тоже начнем бурить и рыбачить. Вся фишка еще именно этого озера заключается в том, что здесь ловится арктический голец. А арктический голец — это красная рыба, это достояние Арктики, скажем так. Ну, во-первых, всего Аймеканского улуса, ну и вообще всей Арктики. А тем более здесь, совсем недалеко от трассы, от федеральной трассы, от Староколымского тракта, имеется вот такая вот база, где... Ну, вообще имеется такое озеро, на которой стоит база, где мы расположились. И будем спокойненько рыбачить. А что, без надставки хватает, да? Угу. А, ничего себе. А на блесну на какую обычно? Кем больше говорят? Это блесня, что ли? А на какую? Вообще большую такую надо, вот. Примерно такую. О, а что не сказали-то? Мы такую не взяли. Пока на таком Только вот маленькие. на таком-то не нужно. Да? Ну, может быть, здесь посмотрите? Давай. Примерно такого надо. Маленький. Так, подожди-ка. Такая вот. Должна пройти. Это маленький, да? Примерно вот такого размера надо. Ух ты, ничего себе. А что так... Опа. А может быть тогда вот эти? Летние, что ли? Ну, может быть, этот пойдет. Вот этот? Ну, и то маленькая. Тем больше, тем лучше было. Но это, может быть, пойдет. Ну, попробуем. А какая лучше, зелененькая или красненькая? Зелененькую или красненькую, любую вешай. Давай вот эту я попробую сперва. Быстрее было. Ага. Вот Пойдем на вот бурить. эту, вот на вот эту пробуй. Да, попробую. Сейчас. Пойду сначала пробурю. Ножи вот смотри. Это вот эти ножи надо было поменять, по идее. Она хорошо идет. Да? Вообще очень хорошо идет. Да? Ну. Держит просто отлично. Так, куда я его бросил? Не-не-не, он один сейчас сделал. Да? Ну пойдем, пробурим. Так, ну ребята пробурились там чуть поближе к домику. А я попробую чуть подальше, возле веточек. Как-то тяжело. Ну, это испытывал на себе называется передача. Давай, старайся. Пару раз выверни. Осталось. Есть. Так. Ну что, пробуем рыбачить? В магазине в городе Якутске, когда мы зашли в рыболовный магазин и попросили блесна именно на арктического гольца, нам предложили вот такой вот примерно размер. Сказали, все работает, все классно. Причем локацию мы сказали Аймеканск. Там люди, в принципе, знающие, постоянно сами ездят, да, в эти края тоже рыбачить. Сказали, именно эти блесна подойдут. Просто цветовая гамма может быть разной. Ну, мы вот набрали, в общем говоря, такие блесенки, примерно 23 грамма каждая. Будем пробовать, что? Я не думаю, что прямо рыба вот будет клевать только на большие. Думаю, на маленькую попробуем. Вот такой вот зелененький балансир. Пробуем. Так, пошел на дно.
Вообще озеро здесь 44 метра глубиной. Мы находимся, конечно же, у берега. Прямо в такую глубь не пойдем, но... О, здесь где-то 6-7 метров. Так, дошла до дна. Немножко поднимаем. Ну и пробуем. Чем примечательна зимняя рыбалка, больших усилий не надо. Сидишь себе, дергаешь через определенное время. Но главное, самая сложность в том, чтобы пробурить, найти место, почистить лед лопатой. А так главное, когда все это сделано, сел себе и сиди, чаек гоняй. Испытано на себе. Ну, сидим рыбачим, пока на этой лунке пусто, и принято решение, ну, мною принято решение пойти попробовать пробурить немножко в другом месте. Для этого мне надо будет пройти по целине, почистить снег и пробурить новую лунку. И попробовать порыбачить дальше. Делаем себе дорожку. Я хочу пройти вон до того места. Мне кажется, что вот идет какой-то берег. Ну, в смысле, имеется в виду, идет берег и ближе к берегу. Попробую пройти. В общем, расчищаем место, где будем бурить, до льда. Ну, во-первых, чтобы было удобно ходить, когда вода заполнит вот эту вот майну, ну, при бурении был лунки, чтобы пупырышек, короче говоря, было меньше. Ну и, естественно, чтобы солнечный свет падал, освещало, скажем так, подводную часть, ну, данной территории. Чтобы, мне кажется, чтобы поймать рыбу, необходимо подсветить территорию. Ну, это, конечно, не доказанный факт, но я так думаю. Ну все, будем бурить. Ну, пока будем рыбачить, охота попить кофейку, посидеть, поэтому будем ставить кофе. Вот такой вот у нас есть прибор, гейзерная кофеварка. Водички будем набирать прямо с лунки. Озеро чистое, водичка замечательная, прозрачная, по крайней мере. Ну, вообще, по идее, горное озеро, чем будет-то, да? Тут вообще такая природа нетронутая. Ну? Откуда тут грязь? Ветер сильно дует, поэтому я вот немножко расчистил, чтобы примус поставить без ветра. Сейчас попробуем его разжечь. Сейчас примус разгорится, подогреется вот эта вот трубочка, и должно появиться давление. Так, ну что, у нас лунка новая есть. Рома отдыхает, ну то есть рыбачит. Я тут разобрался только-только с примусом. Ну просто ему ветра, оказывается, не надо давать. Он у меня сейчас разжегся. Скоро будет кофе. Зажурчал. Да, А то его ветер сбивал. Самое главное, мы не должны забывать о традиции. Поэтому что мы делаем? Обязательно, когда приезжаем или приходим на новую локацию, мы кормим духов. В общем говоря, традиционно будем кормить оладушками. По часовой стрелочке ложим 3 оладушки. Про себя поблагодарили
то, что мы сюда вообще добрались, доехали, увидели такие замечательные места. Находимся именно на рыбалке. Просим духа озера Уву предоставить нам возможность поймать арктического гольца. Ну и вообще хорошо провести время. В общем так, скоро будет кофе. О, Ромка поймал! О, Ром, не торопись! Не торопись, не торопись. Давай, давай. Все, ушел. А, он кусанул чуть-чуть. Не Отпускай, сейчас спеши, поймаем. не спеши. Вот, видали? Видали? Только покормили. Только духа. слово сказал, да, за духа? Прицепи. Вот он и что. Сидим, в общем говоря, рыбачим. Сейчас будем менять опять место дислокации. А пока кофеек. Вкусненько. Ну, поймали гольца. В общем говоря, смотрите, мы бурили здесь практически вот весь затончик этот. Вчера рыбачили, сегодня поутру рыбачим. Признаков не было никакого. Ну, вообще признаков рыбы не было. И вот я перед тем, как уйти, уже думаем, все, надо уезжать. Думаю, дай-ка я возле берега. И вот тут бережочек, видите, как бы коса такая идет. Возле косы, думаю, дайте-ка я забурюсь. Забурился, здесь глубина 8 метров. Но как раз пока стоял, мерил глубину, попался небольшой голец. Ну что, вот пробурили луночку новую, да, по утряночке. И опускаем. Тут замерили, тут примерно как... О! Сколько здесь? Это что, играет? Ну-ка. Да, есть. Оп. Тут главное не торопясь. Первый клев. Надеюсь. Или нет? Что маленький, походу. Вот он. О, голец! Первый голец! Ну, маленький какой-то. Но ничего, улов есть, все, дальше рыбачим. Блесна большая. Ну, на большую блесну взял, да? Угу. Смотри, какой хищный. Вот уже думали, все, надо уже ехать рыбачить в другое место. А тут, я думаю, дай-ка я поближе к берегу попробую забуриться. Забурился, и вот, ну только глубину хотел отмерить. Здесь, кстати, я так и не понял, 6 или 7 метров глубина. Ну-ка, подними его. Красненький. Он красненький такой, симпатичный, но он маленький. Как бы можно было бы отпустить, но просто он такой единственный попался у нас. Да, до этого вот говорят, Охота хотя бы. ребята говорят, до этого сидели, вот, была отличная рыбалка. Ну тут, видимо, погодные условия, которые мы встретили, и снег, и давление, и бури магнитные. Да. Это все повлияло, да, на рыбу, что она где-то она или сбоку, или... Вот он Вот такой он. балансир. Вот такой балансир. Ага. Испытано на себе. Ну что, вот мы поймали небольшого гольца, совсем маленького. Но нам уже необходимо выезжать из этой местности. Здесь мы поймали небольшого гольца. И просто ради того, чтобы попробовать на вкус, ну и вообще показать, что мясо, ну посмотреть внутренности, да, то есть в плане красное мясо или какое оно, мы будем его готовить. Сделаем из него малосолочку. Так, чтобы просто закусить. Понятно, что его нужно было отпустить изначально, да, так как он совсем маленький, но чтобы я наедал, то дал. Как бы будем пробовать. Так. Первым делом отделяем голову.
Двери, да? Оп. Оп. Маленькой ложечкой убираем кровь. Вот смотрите, какого цвета у него мясо. Красненькое. Вот он был бы побольше, было бы, конечно, круто. Убираем хвост. Ну и все, подсаливаем. Болт. Там есть еще. Извините, если что-то говорю. Конечно, получилось совсем чуть-чуть, но нам для пробы хватит. Вообще, необходимо отметить, что сезон именно на арктического гольца, как оказалось, начинается примерно с 10 апреля, ну, в 10-х числах апреля. Мы же находимся в конце марта, но и то есть буквально мы здесь остановились. Видите, у нас вышло как? Мы остановились на черном режиме, потеряли один день, и поэтому приехали уставшие на озеро Хороту. На карте это озеро отображено, между прочим, как озеро Улу, а традиционно оно называется Хороту. Здесь остановились буквально после обеда, немного порыбачили. Видимо, давление как раз менялось, и поэтому рыбы вчера мы не поймали. Но вот поутру, перед уездом, буквально чуть-чуть попробовали, поймали одного гольца. Ну, что поймали, то поймали. Попробуем, едем дальше. Нас ждет большое приключение, много очень интересных локаций. Ну что, у нас идут сборы. Рыбка уже готова. Прошло вот буквально минут 5-10. И уже можно, по идее, попробовать. Немножко? Петь, что? Бери. Ага. А я побольше кусочек возьму, вот такой. Классная рыба. Мягкая, да? Нежная такая. Она еще теплая. Ну, все-таки красная рыба из красной рыбы. Жирненькая. Хоть и маленькая, но жирненькая. Немножко пересолил, походу, но... Да. Сос крупная просто. Передержу. Раз. Поедем? Бомба. Все, поехали. Испытано на себе. Выехали с озера Хороту, едем в сторону Тамтора. И вот как раз узнали, что действительно там будет проводиться фестиваль «Полюс холода». И вот Виктор Петрович едет с нами как раз-таки на фестиваль в село Тамтор. И очень хорошо то, что все-таки именно человек коренной, да, житель Миконского улуса с нами едет. Вот рассказывает очень интересные истории, какие-то локации, вообще произошедшие вещи испокон веков, которые здесь происходят, ну, в Эмиконе. Очень, очень интересно вообще ехать. Это летом здесь прямо на трассу выходят медведи. Ничего себе. А как, не нападают на машину? Ну просто, получается, на трассе можно увидеть, да? Раз. А лоси? Лоси тоже есть, да? Ну, интересные края. Вообще, очень интересно то, что горы, да? Вот в горах все это дело происходит. Ну, то есть, сурово как-то все это. С одной стороны сурово, а с другой стороны красиво. У поляков спросил, ну как у нас пережито? Не, дикая у вас. А поляки это туристы, да, приезжали? На мотоциклах. Это экспедиция какая-то была, наверное. Нет, вместе. Там в Магадане сказали, едем, потом обратно едем. Заезжали вот туда, смотрели, полюс холода. А полюс холода, сам полюс холода, кстати говоря, вот есть село Тамтор и есть село Эмикон.
На коне, наверное. Ну, а метеостанция же стоит в Тамторе. Вот вывеска полюс холода, метеостанция, где вот Обручев, расчетный момент. Да, обручи в Тамторе. Но на Миконе холоднее, чем в Тамторе. Ну понятно. Ну вот, в общем говоря, очень интересно. Будем этот момент обязательно уточнять, где конкретно именно находится полюс холода, потому что в Тамторе вроде как метеостанция, и Обручев там проводил свою работу. Это, ну, то есть исторический факт, что именно в Тамторе была зафиксирована температура 72? 71,2. 71,2 минус по Цельсию было зафиксировано в Тамторе. Но это было сделано расчетным методом. Ну, насколько я знаю. Приедем в Тамтор, точно уточним этот момент. Испытано на себе.